ديالو قراءة راسه أخوه دقة يد منه منه بعسل الله بركتي الله تعب بركتي حلقي بركتي أون شيء أرو أتو أو الله بركتي سون مال خلع مهان ليلش إن ده اللي سجيش شو كيك وتوش مودرش دايل إتاج دليل تسمى سون بعدش باش قليل وسينا أمسا موقع شلاتش داي إخبرستادي الله وقيلاري ميكرو لا يقول الشاي أكتب بلا دقيقة أبالي عوادي كورونا لا يغير عشان جماعة ده بس نسيت نشوف ملاك الآيات أكثر ليت الآيات ملاك الآيات ناس نيت عبور بون كوي قاعدين حدا حقيقة ما بوجوكتي جوكتي حدا حقيقة بو بوتين أنا أبروت وين ضحش بس ده جوكتي وقاعدين حدا وقشبو Putin وين دين ضحش دو ماجد ليش ها تشفيت صوت باش دقدر بوق بيت بور действительно كيج مالبو Сумма уже сенсе, уже окажется. Вот знал, что ючил, дичь гирион вообще ючил, и так, для ориса, НЛО орису, дичь гирион, как командор, уж бубо, вообще полбу. Полностью раскат самбеш бук, раск швент, иногда именно русский Ивануй, то, что он творил над нашим народом. Вот их очищает какими-то Сталинами, какими-то евреями. Не, мы в это не играем. За все, что происходило над чеченским народом, будут отвечать именно те, кто относит себя к русским. Потому что русские, как Путин неоднократно говорил по телевизору, русские – это государствообразующий народ. Да, это все преступления совершаются от имени русского народа. Против каких-то наций никаких проблем нет, но, извините меня, как говорил Жахар Дудаев, русские, если он народ, если они граждане, то они должны обуздать любого, кто совершает преступление. Например, Мухада сегодня, если бы Кадыров от имени чеченского народа там ходил в Грузию, насиловал, убивал грузинских женщин, детей, потом Казахстан. Это бы, если бы извне не было нас, и Кадыров это делал бы от имени чеченского народа, то мы тоже должны были бы нести ответственность перед этими народами. Но весь мир сегодня знает, что Кадырка – это поставленный Путиным человек. И это режим установлен мечом и огнем. Как ислам устанавливается. И еще плюс тут добавили вот эту фашистскую, исламскую идеологию вместе с русской фашистской идеологией. С русским фашизмом ислам вместе – это вообще горючая смесь. Да. Против адекватных русских, которые осознают всю эту картину, никогда у меня лично никаких проблем не было. Есть адекватные русские, есть, которые все это понимают прекрасно. Но у меня один вопрос к русскому народу. Почему вы дозволяете совершать вот это преступление от вашего имени? Шаббат шалом. Шалом, Маржвол, проводи свободно. Маржвол, проводи свободно. Игорь, как у вас в Израиле? У нас прекрасно. Желаем славной охоты лучшим сынам и дочерям Израиля. Спасибо, я уже давно не охотник. Но все равно на стороне охотника уже. Ну, за пожелание спасибо. Не за что. Я представляю картину, если бы сегодня вот всю эту варварскую, террористическую, вообще фашистскую
мерзость, короче, эти евреи там не сдерживали. Я просто не могу представить картину, что бы происходило в мире. Хочешь представить? Поезжай в Лондон, в Париж. Но это Путин помог им переехать туда. Путин в Европу согнал миллионы вот этих, короче. Вообще не понимаешь, даже где они находятся, люди. Они вообще никаких человеческих принципов, морали, чести, кодекс. Вообще что-то же должно быть. Это люди, которые, как индейцы, которые у себя в головах, короче, выдуманные. Вот эта идеология еще плюс... И так, короче, не умеют вести себя ни с одним цивилизованным народом. И мне цивилизованные люди. Хасва Халила таких Полностью братьев. подтверждаю. Да. Вот прикинулся шлангами какими-то, бежавшими от каких-то войн, в которые в 6 аятах Аллах и пророк прямо открыто отрекают, и Аллах говорит, что они все попадут в ад. Вот эти все так называемые мусульмане, которые бегут к кафирам. Да, 6 аятов и достоверный сахих хадис, в которых Аллах и пророк отрекаются от мусульман, в кавычках так называемых, которые живут среди кафиров, среди многобожников. В 4 суре От кого они 97. убежали, подумай. От кого? От закона Аллаха, от тирании. Ну да. От тирании. Там, где устанавливается закон Аллаха, начинаются финансовые проблемы. Ну, это... Жрать нечего, срать негде. Понимаешь? Нет больниц, школ. Ни хрена нету. Оттуда приходится бежать. Аяты, номера я сейчас скажу. Записывайте. 4 сура, 97 аят. 4 сура, 144 аят. 5 сура, 51 аят. 5 сура, 57 аят. 3 сура, 28 аят. 4 сура, 63 аят. В своей вере они уподобляются лицемерам. В 5 суре 51 аят Аллах говорит: иудеи и христиане друг друга братья и помогают друг другу. А если вы попросите у них помощи и будете иметь с ними дружелюбные отношения, то сами являетесь одними из них. Да. Третий том сборника Абу Дауда, Сахих хадис пророка 2645. Пророк говорит: я отрекаюсь от мусульман, которые живут среди кафиров, среди многобожников. Акран, а как ты относишься к уничтожению иранского населения исламистским правительством? Нормально это? Очень отрицательно и осуждаю то, что Я творит вот спрашиваю, этот. вот тут короче, Дик, хорошее имя. Не Дик, а Фак Иран. Сионизм, Фак Иран. Короче, сионизм трахает Иран. Такое прозвище интересное. Иран насилует их тиран. Вообще интересный у него ник. Да, я могу по этому поводу сказать. Сегодня те, кто насильственно взяли власть и под видом вот этих законов Аллаха целый народ насилует. Вот это тираны именно сегодня приносят горе иранскому народу, иранскому населению. Иран был светским демократическим государством. Был. Да. Иран был вообще идеальным вообще местом для чтобы жить, развиваться. Но туда пришел вот этот, не пришел, а тоже притащили вот этот фашистский культ, через который вот в Иране и девушки, которые без хиджаба выходят. Вот представляете, в 21 веке
людей, короче, заставляют во что-то насильственно одеваться, какие-то правила. Посмотри в корень проблемы. В принципе, кто это дело устроил? Французы в 1979 году, по большому счету. Они спонсировали иранскую революцию. Начнем с этого. То Ну, есть их задача была этим словам государство нужно привести в ноль. факты. Каким? Что французы спонсировали? Да. Этому есть факты. Кто устроил ядерную программу в Иране? Русские. Нет, французы. Русские Они по сегодняшний начинали. день передают, Сегодня русские спонсируют. уже. А начали французы. Русская ядерка и русская ядерная программа. Начинали французы. Ну, кто Так же, бы как там и- ни так же, начинал, как и в сегодня мы Пакистане. кого видим? Сегодня кто сосется в десна с Ираном? А вот тут Кто, интересный Макрон вопрос. сосется или Путин сосется? Вендетта, подожди секунду. Вот Нет, смотри, сегодня в десна с Ираном кто сосется? Да Путин у всех Макрон сосет. или Путин? Кто даст, у того сосет. Он без проблем. Вот всегда, даже при СССР, Иран, Ливан, Йемен, вот этих всех против Израиля спонсировали русские. Отправляли Нет, туда, тут другой отправляли прикол. туда спецов. Не обращай на это внимания. Вот смотри. Как не обращать внимания? Ну, Тут подожди. французам Дослушай даже не мысль. пахнет. Тут. Мысль дослушай. Вот смотри. Вот Российская Федерация напала на Украину. У них один из мотивов, там переворот устроили, да, украинцы. Есть такой прикол. Под зад, под жопу выгнали русских российских проституток, которые там сидят на горбу украинского народа. Где-то расслабься. Золотой батон под жопниками выгнали золотого батона. Я батона. же сказал, это мотив, который используют русские, окей, россияне. Ну, подожди, а кто имеет право вмешиваться в внутренние дела чужого государства? Да, Ты можешь послушать, а? Я же еще не закончил. А Россия это кто? Что, рефери? Как, Российская Федерация. Теперь смотри. Российская Федерация при этом поддерживает Иран, которые сделали революцию. Они поддерживают Китай, которые сделали революцию. Они поддерживают Северную Корею, которая сделала революцию. В чем прикол? Это тоже русская КГБшная программа, потому что все вот эти лидеры Кореи тоже учились в Москве. У них, короче, полностью образование КГБшное. Вот отец вот этого Ким Чен Ына был поставлен КГБ СССР человек, и вся техника, все вот это, танки, это все русские отправляют против вот этого выбравшего демократический путь цивилизованного государства, вот этого, против Южной Кореи. Да, когда вот те выбрали демократический путь, как и выбрали евреи, кстати. СССР что сделало, когда евреи выбрали демократический путь? Да, Палестину, короче, Газа, сектор Газа, вот эти нападения, теракты, чтобы принудить их, чтобы они в совке остались. Тем же самым путем они пошли и в Чечне. На весь мир типа Ельцин стоит, забирайте сколько, утащите сколько суверенитета, сколько сможете. У нас демократы наиб сделали такие наиб американцам. По телеку одно говорят, а когда чеченский народ самоопределился и свою конституцию по всем мировым законам, интересно, да? Бадек дүйт, ладу, маст мацоли. تعود غدوة انت ده عادة عيوني عادات هو عاوز اللي هم Қецалауыз уайцы қоя байыр. Сен қиқауайым забой. Итон я расқш, я жикч, я арабшк, я цхан қомик қиқуя байыр. Дагават со лично. Шене бай мастил чотана. Қиечан ас бадек дүйцер дол. Что ханга закали бахти, но дерьмо, но со всех шилей.
خوش هايشي مو بعتها حلا بعد вообще سون هذا القطع ديالو هذا بوست برودنا انزع سو مودر ولا ميزن زي مو يمولو بس عشان انت سيچون تيتاي سيچون تيتاي تاي تا شيستريل كوكسيغا تا داس هايش زون دو حتا قطوچ بون براوا او ما قطوچ بوي انت حين تاي صح قطوچ بون تيسا подарок تيسا تاي чтиро загол никот تا شيستريل دو حدو على زنسن هميتيغا صابردين تاي أبرديلا باينو ومن شو تعهم شيء نون إنت سو برديلا إنت عجيتا نيسلك تشو تعقالج كشتتي أو يسقاسي تعلتهم شون الشاش لتش تخسوك حلق بالو وعب بالو صابرديل هيك سيچون تيتا قطوچ بول تشو ولا مودرستو مودراتورستو сделать модером бо о صابرديل هيك كدي Чучур загалочек, шесть и выключить аккаунт и сделать модератором. вот. И чувак, халалюш, халатуе, шумшионду, СМС. Подтвердить, настройка, комментарии, подтвердить. Все, он файлуел. Sabırdan sodaları taşı. Sabırda sadalo. İnsan niyisnek sadalo. Kaysa iyisna ona tigala tuyi. Sabırdan. 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 Repostiriz. Repostiriz. Sabırdan. Yaşa. Şayet de yok askar Так, инс хажитался. Не, гамт эра, чего листы, гамт. Инсю. Все. Все, инчек, ну. Все, хай, это понял. Инсю за рулем, охом, полностью. Шируль, охом. Дигда. Вот я, и модератором виндетта, ди эрхсон. Аз инчавал, одна не мел, жукти хава, охом. О жукти гижмек шпатала. Полностью, полдами, олоке. Ой, жукчо, куйрж нир уяхш букош. Дейлда, бу нир уяхш цезар, куйрж. Уш бу нохчан, балабел. Дейлда, эцарсу язваш, эсэмаш, дато вот яхмах ецон цара. Мял просто зудберш, зудрик, энти, дейлрез хилшон, ишт нохчише, бу элчи, хаз хиечен бош. Дато, короче, я хиетхсон, да, хиетхсон. И что ли дрель, и долгер ist твой, юр, хум голдокс, ма боюсь. Ой, балабел, букош, чуаху уеш, эл, корреспондент, журналист, шунла, интервью Европе, шугер, интервью, дейлда, бу, язваш, ше шун лучки, я понавастал, до шун бош. Дейл рез хилшон, олксак, хуердосак, дато, я хиет. Нинца жукти зудеяло олксосен хуйтрен, тан дикшаго. Кара, да масадду ата дик мощница, ястице. Да нис масадду орнагияло реркаса. Хаками. Та подразделение кара. Дикшаго, антитеррорде. Да елда ело, баригне арцату, хокер хуйтрен ело. Офица масан гайта гоч, свад, цо цер ау, цено именно жукти свад нохчи свад бши иркас сандина, цер хуйтрен. Маршал Шалинский. Маршал. Маршал. Асам Шалинский окер хуйтрен барасам дуния на дагоич, масана масу канал штагоич. Жукти зудеяло рерас барасам кайр син цикар халялит масу оркхан. Он свадьба му со стороны жениха друзья шкадук. Дела массамо не хадер, да. ما إست دوتر دروي ده حيزة دي كتسيلت يعطيه أشياء مدة. غد دوق ديتي أول عناصر إتيبهم أس أول غداي يا بلوتشنا بيتي أول سنة مساجي تسان بابير برس. وإيه هاتوالي سودوتش عشوار مساجي وعطا ديكنا جوعطول تلتشوش ساموش ياتا كده عطا بدرس دلينيوش إيه ألور يرقص. لتش
Бог, Желенский, страшный ремонт. Поехать. Это? Nē, es bādīšu, esam hut sanāvu hutiem, bā uštince, tu vāvāš, bāl bōgajā, tā žukti vā, čucējūli. Jūvā lišma, jā, jo dēri bōgā, les bārgnā, tā dunē neguš, masāhu žukti vā, jā, vore, pas qīr hutrien. Masādu, jā, tā hoži rusa čūvēl, tā mērī, jā, jūčsā. يديك دقيقة عندك ديل داعي أوريوس أساسا ديل داعي أوريو قيد يتيو حاجة إيمنا مساد دعاء تبرخ دعاء إيتا ما رأيوش ديل عشت كروش نوح وصل شو تماس تبغي شوش صوت بات إيش ديل شو دعاء يحوى دعاء إيش تقير هيتريان الله أخي هيتريان سوق ماريو إيش الدنيا نادع قويش تاني علاج داتو نوح جوكتي سواد بايش ساندينا ريزيو Сайт знакомств Хебон Шорт. Именно цель национальный вопрос, да, жукти рук квартуадолшие. Я говорю, что то передадут, ну это есть бо, ерем ерестно, ну сон уже кичнег атхер, ну Желенский хандер маяц из этого, зудер ерчлил, ну что я учил эрул шватнег мой. شاي уже يجات كي شي قومن يج دا صوص قومن ليل شو تون قومن وقدي درس توس قومن وقدي در قيش ترداتري Законно. Львич лячаве жукти гуа шалом бош вот эти свои шаломы тут не кидай тут маршал кидай вообще не кидай, да? Маршал как Найди невесту нам. Вот, видишь, сразу евреи появляются. Они везде. Я думаю, их 16 миллиардов, а не 16 миллионов. 100%. Что этот кафель опять говорит? Короче, Леон, паспорт уже у меня есть со звездой Дауда и гербом чеченского народа волком. Еврейский паспорт. Мне сейчас нужна еврейка чистая. Вообще без каких-либо отец, то мать, нет, мать, отец, у которой евреи, не из Масада, именно антитеррористического отдела. У вас там свободная еврейка, если есть, я готов на весь мир, на зло Аллаху, этим Будулаем, устроить чеченскую и еврейскую свадьбу в один день и показать по всем телеканалам. Ты меняешь биографию, я понял. Сливаешься, да? Смотри, сейчас антитеррор поверит в это дело. И твои эти поклонники начнется здесь. Да, я вообще на полном серьезе, вообще не моргну глазом. Чтобы именно мой подвиг, вот этот подвиг, сподвиг на наш народ, чеченский народ и еврейский народ на братство во веки веков. Тихий. Албица. Бля, я простыл, пипец, бля, мне хреново. Не, ты просто знаешь, что я делаю в этот момент. Я покупаю литровую вот это Немиров украинская, вот такая большая бутылка бывает, 40% святой воды. 40% святой воды. Я знаешь, как вот этот вирус был, это как его называли? Ковид. Корона. Ковид. Прикинь, я на работе сижу, и, короче, я покушать пошел в вот эту мою комнату. Я в охране тогда был, в Польше, в security. Вообще ничего не чувствую, ни запаха, ни... все, думаю, сразу домой жене звоню, говорю, мясо чистое с луком пожарить. 3, 4 или 5 штук лука порезать уксусом там и чеснок 2 головки почистить. Она говорит, что ты, у нас гость? Нет, не гости, у нас ковид, говорю. Детей, короче, все, короче, в другую комнату, я только на кухне. И Немиров взял себе литровую.
Я это как, клянусь тебе, как воду пил. Я ни запаха, ни горькости, ничего не чувствовал. Я это литровую выпил. Единственное, что я чувствовал, когда я чеснок ел, целую головку чеснока, когда я сел, как будто бы вот иглой тебя как колет по языку. Все, что я почувствовал. И, короче, я эту литровую водку выпил, под одеяло, короче, такое толстое одеяло на себя накинул, лег. Утром просыпаюсь полностью мокрый постель. Я весь да. мокрый. И, Да, короче, все проходит. да, вот Аллах мне помог вот посредством этой святой воды 40%. 40%. Не, есть перцовка еще можно, перцовку тоже хвернуть. Я помню, когда Я это все мясо, я это все, весь лук, весь чеснок, все скушал. И иногда же я, короче, соседа позывал ко мне вместе. Утром жена спрашивает: тебе вчера кто-то загадил, что ли? Говорит, я говорю, нет. Ты это все сам сел? Я говорю, это съесть-то не проблема, я вот эту бутылку даже сам выпил. Литровую запустил святую воду Аллаха, который нам Иса сделал. Пальцы засунул в воду. Короче, я вот так клянусь, я серьезно, вот так я от ковида избавился. Я помню, когда у нас только началось, все это закрыли дома, никто не выходит. Потом через неделю начали нам давать эти пропуски, выезжать. И я еду, ни одной машины, ничего, блядь, мертво, блядь. Как бы это наш фильм ужасов, да? Ни одной души. Приезжал на объект, смотрел. Там давали пропуски специально, полиция стояла там, проверяла. Вот, так я шел на совещание, и что-то я опоздал. И, короче, не успел прийти. И там все, которые были на этом совещании, их там заболели этим ковидом. Так я потом, еще опять было совещание, не успел прийти, опоздал. Был на объекте. И тоже заболели. Так когда они уже видели, что я если не прихожу, все разбегались, бля, короче. Слушай, мне твои рассказы не интересно. Мне еврейку поищешь или я сам должен поискать? Диндата, привет. Так это же легенда. Приветствую, Маршал, все, приводи, ты свободно. Свободу чеченцам. Такой вопрос. Почему мусульмане говорят, что эфир не тот, наверное, да? Или здесь можно задавать? Свободный эфир, да, свободный. Да. Почему все мусульмане говорят, что, типа, все пророки, как они считают, типа, Иисус, Моисей, почему, что они мусульмане? Они же не были мусульманами. Можете ответить? Это подлизываться же нужно. Подлизывание, прилизывание, отлизывание. Аллах в Коране просто перед евреем полностью. Аллах сам лежит одно место в Коране евреям. Он их восхваляет. Да. Аллах подлизывается евреям сам даже в Коране. Один момент, пока не забуду. Один момент. Леон, ты знаешь, что в исламе, если переспать, извиняюсь за прямоту, но это никак сделать с еврейкой, нужно искупаться собственной кровью. То есть гусель сделать. Представляешь? Такими грязными считаются еврейские женщины. Я серьезно. Я вам серьезно. Мусульманин с евреем, к примеру, с еврейкой переспал, и он должен сделать что? Гусель своей кровью. Именно своей кровью искупаться, чтобы этот форз исполнить. Чтобы есть один раз с еврейкой ты. В Коране или в хадисах? Желтой кровью можно, желтой кровью. Верблюжие, да, верблюжие. Да, верблюжие, они пьют же только. Просто представляете, какой грязной считается женщина, еврейка в исламе вообще.
А Не, мне так-то просто Не, во интересно, почему они считают, что Вендетта, типа он же умер. на чем они основываются, что Иисус, Моисей, все они мусульмане, как будто бы. И хотя они говорят, что типа они молились так же, как мусульмане, но они же раньше были, чем они. Ну Чем смотри, время вообще. пророк сам говорит, что Тора это правда, что Библия это правда. Представляешь, пророк говорит, это Писание верны. Просто когда им нужно, они говорят, что они исказили свою. Вот это противоречие во всем. Аллах сам себе противоречит в Коране. Пророк хадисов противоречит по миллиону раз. Я не знаю, как вообще, просто это... У меня это в голове, когда даже лежу, крутится. А как вообще вот это... Человек вообще, разумный человек может в это дичь верить? Так не было Мухаммада, Вендетта, не было Мухаммада. Ну, они не могут доказать, что он был вообще даже. Никто не может доказать сегодня, что Мухаммед существовал. Вы просто вдумайтесь в это. Почему есть же Ты в кто другой там? вдумался. Карма Как тебя предоставлял же зовут? Как тебя зовут? 3 точки. Евгений. Евгений. Вот представляешь, он умирает, как Не, уже его не пророк. 3 точки зовут, его нечетные точки мы его Ничего, задали. да. Вот смотри, Евгений, он говорит, что если он соврет, да, и он обманет, у него лопнет аорта. А как он умер? Ну, насколько я знаю, когда я был сам в исламе, что он умер же от точно того же самого. Если вдруг я могу ошибаться, ну, по крайней мере, я так знаю. Он умер как лжец-пророк. Это раз. Теперь смотри, Священное Писание можно менять, изменять и заменять, удалять? Нет. Нет. А они меняют. У них четыре вещи они заменили. Понятие нахс, да? А некоторые вещи они удалили. Понимаешь? Коран. Это не хадисы, Коран. Нет, это я понимаю. Я просто... Кстати, Ну, это очень... вот многие говорят, что Мухаммада не было. Извиняюсь, Мухаммада не было, типа... Если его не было, даже Пхармат говорил, типа, я не верю, что он был, а потом он говорит, что Иоанн я не знаю, как его точно не помню, Дамаск, что ли, он подтверждал, что был. Ну, видишь, смотри, сегодня подтвердить, что был ли какой-то король, какой-то царь, какой-то халиф, какой-то, не знаю, ну, какой-то руководитель, как в какое-то время какая-то известная личность. Вообще не проблема по источнику. Существовал на этой планете Земля. Кроме рассказа вот этих балаболов, хадисов и вот этих так называемых, как их называли, хадишка, толкователи Корана, тавсирщики. Да. Все. Трактирщики. Да. И вот эта религия называлась магометянством 250-300 лет назад даже. Магометянство. То есть музмаговцы. Музмаговцы. 19 век, вот, значит, далее назывался так же. Хотите прикол? Верблюжьей битвы тоже не было. Леон, можно прям секунду скажу? Секунду. Сейчас, Вендет. Верблюжьей битвы тоже не было. Прикинь, вот вбей, найди мне это исторические факты. Верблюжьей битвы тоже не было. Я ее копаю, не могу найти. Просто знаю, что обидно. Леон, я, если честно, я серьезно говорю. Вот сегодня я знаю, что у вас горе, я знаю, что у вас каждый день раненый, я знаю, что вы отстаиваете свое право на существование на этой планете гребаной. И вы имеете на это полное право. Потому что еврейский народ прекрасно помнит, вот 2000 лет скитаний. Да, это очень страшный период пережил этот народ, но он выжил.
благодаря своему уже сознанию, осознавая, что так дальше продолжаться не может, еврейский народ сошел вот это с рельс вот этих религий, идеологии, построил свое государство на национальном признаке. И это как религия еврейская, именно иудаизм, она именно национальная, как и у чеченцев, кстати. У нас чеченский национальный дело. У нас был все Отец и Творец. И мы не говорим, тот, кто не верит, дело это опущено, это какой-то наджас, это какая-то нечисть. Мы не имеем права это говорить. А вот в исламе как раз таки нам говорят, что наши предки были хуже голубых, хуже нечисти, наджасы. Это вообще что такое? Тот, кто танцует, не мужчина. Вы пришли в чужой дом и срете на честь и славу наших предков, и вы нам еще говорите, чтобы мы хлеборезку даже не открывали против этого. Ардушон, алло, 29 мы приехали. И сегодня, Леон, я тебе полностью, я знаю, что бы даже предложил бы евреям. Но я знаю, что 100% они от этого откажутся, что евреи не дураки. Я бы сегодня весь чеченский народ, если бы вы поменялись бы местами, я бы на вашем месте стал и, зная, кто мой враг, кто мой друг, воевал бы против того, кто хочет меня поработить. Но сегодня наше положение, я знаю, что 100% евреи не согласятся поменяться местами. Мы сегодня даже не знаем, кто враг, кто друг, из-за этой вонючей идеологии. И религии. Не религия, это религию, ранг возвели деньги, миллиарды, которые эти лохи туда ходят, отдают арабам. Это идеология захватническая. Что значит поменяться? Ну, смотри, чеченский народ живет в Израиле, а вы, евреи, короче, вот приезжаете все в Чечню, ну, дальше живете под оккупацией России и ходите в мечеть 5 раз стать раком. Не-не-не. Я же знаю, что ни один еврей не согласится. Лучше воевать, чем жить в таком положении. Зачем нам своя земля у нас есть? Зачем нам чужая? Ладно. Ну, я не говорю, что Нет, вам... можно жить. Я тебе говорю, вот, Можно скажу? Можно же жить вообще. секундочку. Если нас бы Жить, трогали, да? что, допустим, Сейчас, Жень, секундочку. Если нас бы не трогали, да? Вот вообще бы нас не трогали, к нам бы не лезли, вот так бы все мирно было. Просто, видишь, постоянно эти взрывы, теракты. И 7 октября она дала очень серьезно знать, когда мы что там убивали детей, женщин, пленных заберили. И это уже все. И тут уже... Это халиф православного мусульман во Христе вам подарок сделал Путин на свой день рождения. И вот мы пошли всех раком. Подожди, он тоже получит по мордам. Ну, я в этом не сомневаюсь. Путин совершил очень страшную, вообще фатальную ошибку, вообще наглую, посягнул на еврейский народ. Я прекрасно знаю, что евреи этого ему не простят и не оставят. Он вообще дебил. Лучше бы ему прямо в Америке такое бы устроить бы, ему бы более-менее мягко это сошло бы. Но евреи ни Путину, никому это не оставят. И евреи полностью... Да, как закончить с этими варварами, евреи возьмутся за русский международный исламский терроризм. И я буду помогать любому еврею, который будет против этого бороться. После этой войны Россия распадется. Почему? Потому что она уже, смотри, что происходит. ОАЭ, да, Арабские Эмираты, они выходят с этого МАГАТЭ. Не просто так, это же игра. Чтобы сбить нефть. Советский Союз, помнишь, что было? Они сбили нефть до минуса. Сейчас показывают, всем показывают вот этот договор Авраама. Если был бы, не было бы сейчас такого коллапса.
Поэтому они выходят, нефть упадет очень сильно. Да, Да, а ты понимаешь, что по экономике, если ты даешь больше количество нефти, ты не сможешь закрыть все равно. Это очень ударит по ним. Вот это их и пошатнет, ударит. Еще и война с Украиной. И очень будет им весело там. Здравствуй, Абу Кирилл. Спасибо, что поднял. Всех приветствую. О, мой брат Кефир Наджес, многобожник. Марш, Иса, приходи свободно, Иса. Кто там тропит? Кто-то спит. Да, закройте все микрофоны. Не знаю, но вопрос хотел задать. Мы же можем жить, допустим, свободно, христиане, иудеи, там, ну и все, допустим, если бы не было мусульман. То есть Чеченская конституция, 43 статья. Любой гражданин Чеченской республики Ичкерия имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Совершать религиозные обряды, не противоречащие законам этого государства. У нас вообще все религии допустимы, но если через эту религию он завтра начнет петушиться, мы сделаем его опущенным. Да-да-да. Будет сидеть на нарах и строить шарипаты, бурикаты, будет строить в Гуантанамо шарипат здание сделаем. Да, и там сидеть будет строить шарипаты вот в этом Гуантанамо. Да-да-да. Это кто спит-то? Микрофон у кого? Вендетта, интересно вот такой вопрос. Ни христианство, ни иудаизм не пришли с мечом к вам, а именно ислам пришел, как Бхарма. 100%. То есть, 100%. и вот вопрос. Почему, интересно, ваш народ принял это? Ну, там же Наш народ ничего не принимал. Наш народ никогда ислам не принимал. Ничего не принимал. Я могу это сегодня доказать, потому что любого чеченца позови сюда, который себя называет мусульманином. Я тебе покажу, что он на ислам плюет. Мы не будем говорить, они чеченцы, мне кажется. Но в моем, по крайней мере, понимании. У нас был суфизм. Суфизм – это полное противоречие исламу. Единственный грех, который Аллах не простит, это ширк. Суфизм – это миллиардпроцентный ширк. Более ширка не может быть. Суфизм. Наши предки исповедовали суфизм. Это смешанное христианство, язычество. Там наш языческий дело. Да-да-да. Наши языческие понятия, наши языческие обряды, и туда 5, 10, 15% влиты вот этот вирус ислама. Что И такое все. понятие ширка? Объясни мне полностью. 40 видов ширка бывает. Ну, поэтому я не понимаю, что такое Это ширк. вот, вот именно, как это слово было? Самое главное, по-моему, в исламе, вот, когда я был, это типа, когда ты предаешь Аллаху сотоварища. Вот, Самое сотоварища предавать ему, это вызывать к делу, чеченскому языческому богу, потом к устазам, да-да, устазам, устаз, вызывать к устазам, еще ходить на могилы святых и просить у них. Это у нас называлось... Это вообще грех. Да. Зиартиох, Жудри, Бака. Они проходили вот эти уважаемых, почитаемых так людей и там просили. Даже сегодня, когда вот последний день...
Типа это грехи, нарушение, ширк. Как бы Это нарушение, вообще самый нарушение. большой грех, который Аллах никогда не простит. Это Да, слово это Аллаха. типа ты, если вдруг ты в исламе, и если скажешь, типа, Иисус Бог, это ты ширк, короче, получается. Или там вообще, ну, любой, что скажешь, что круче Аллаха, если простым языком так, то ширк. А, понятно. Если ты позовешь кроме Аллаха, Из Бога, я зваш. Чечен, название чечен сделал и про матерей пишет. Послушай сюда, опущенные чечены говорящие, кверху задавец. Ваш пророк 5973 Сахих Бухари и 90 Сахих Муслиме, как раз таки ваш пророк говорит, один из тягчайших грехов после ширка, вот то, что тем ты сейчас плюешь в рожу своему пророку, упоминая чужих матерей. Ваш пророк, педофил Музмага, сказал, что нельзя оскорблять чужих родителей. Вы пидоры, бля, хотя бы своего этого пидора пророка уважайте, опущенные пидоразы гребаные. Так больше яцхада, хапаймар яцтаг, хаца асхаб яцтаг, шу Умар бин Хаттаб яцтаг, хета шу паймар яц, шу яца, те больше ячу нахрен. Вы среди общества не имеете, поэтому у вас будет, блядь, весь мир, блядь, пинками под вашу вонючую задницу гнать скоро. Вот чего вы добились, пидоры. Вас будут презирать все. Те больше ячуна, те больше. Дед атиякди, хадас حقوق عليهم قينيول. شاين ديد حويلش بلا شو نتقوى مير بيات بيش برشون شاين ديعو شقوى إنش. Виндет? خنان ياتس أس الله خنان الله كرو عايلن تعي نقشو. مش نقول أس الله كرو عايلن شو الله نان دنق. هاي والله أس أبوشنا وياخ ها دايلو. سو الله نان دنقوشون شاي ديد أشتيق دارش. شو الله خنت إيعادي نقص شو прямо тронте раком хватен я вашего Аллаха вообще туда короче. Ишь я с вами как пока вы будете упоминать матерей я буду с вами так хотите чтобы я вашего Аллаха раком ставил дальше вот продолжайте мазохисты. Свобода. Вообще отвербуем. Свобода. Ца тагячо, вообще ца тагячо. Говорят. Извиняюсь за мой французский, короче. Мне просто мне обидно то, что чеченец в априори не имеет вообще говорит ни об одной маме, ни еврейской, ни русской, ни американской, ни вообще мать упоминать это вообще ты свою мать не уважаешь, если чужую мать трогаешь. А тут я ему даже хадис привожу, этот ихний PDF-файл, этот так шарлатан, пророк в кавычках, который хадис оставил. Он прямо в этом хадисе говорит, это один из тягчайших грехов после ширка, чужих матерей, отцов оскорблять. Вы своего пророка нахрен не уважаете. Вы ничего чеченского достоинства, чести у вас нету. Сошу Аллах нандина глубоко синц, асе бордук, ашт стонану амял аябу, ашу Аллах нандир дук, шуне луч терду асе дуицил, шай дед атияк дойлаш. Тие буэрша ячу. И возьми страну, мусульманскую страну, да, и посмотри, что они создали, блядь. Хоть что-то создали для народа, для мира. Ни хрена. Просто ни хрена. Полезно сделали, ни хрена. Мне нужен один, я сам лично ковырялся, искал, мне нужен один
исторический момент, один исторический факт, что предки евреев и предки чеченского народа, у них были конфликты и какие-то терки, не знаю, недоразумения, дележка земель, там, друг друга нападать спящими. Я не знаю, я искал лично, я пошел, чтобы быть уверенным. Нигде в истории чеченского и еврейского народа ни в одних вот наших не упоминается, что мы враждовали. И для меня этого достаточно. Виндета, вот такой вопрос. У вас есть чеченцы, которые, ну, я видел видео, которое он говорит, мы были христианами, типа, и ко мне приезжают, типа, родственники. Ну, наверное, ты видел это видео, я думаю. И такой вопрос. Если ислам пришел с мечом, а христианство как пришло? Христианство – это проповедники были. Я даже фильм смотрел, как вот два вот этих проповедника в Японию. Мечом? В Японию Или как? попали. Vendetta бюстикана. Маш что быстро массировал. Vendetta حو пидорас يولي Грозный. الله Давай, عنين ответь سيتي мне قيد на вопрос, نموات а потом حو я. пидорас Санен сети шуки шуиш юк бушубусал биш юк санан. Шайбусал бишин юк шупидерш. حو пидорас Пидорас, что поэмаргала. Ваш пророк был пидоразом, как и вы все. Ваш пророк то, что вы губами тут нашим женщинам... Да, ваш пророк в то, что вы сейчас губами делаете нашим женщинам, делал 100%, нападая ночью на спящих. Ваш пророк как раз-таки насиловал женщин. А вы, пидоры, это делаете губами. Потому что вы прекрасно, пидоры, знаете, что ваш род раком поставят, если вы тронете одну чеченскую женщину. Род ваш раком будет стоять. Виндета, не злись, Это вообще пожалуйста. вот интересный момент, знаешь, какой. Я сам никакой религии, ну, не принадлежу, я грузинской национальности. Но я не следую ни одной из религий. Ну, я спорю и с христианами, там, в меньшей степени с мусульманами и так далее. Ну, христиане там злятся, когда какие-то аргументы привожу, они спорят, короче, ну, проклинают меня, там, что я безбожник и так далее. А вот я не пойму, когда Ну, мусульмане да. заходят сразу, мы твою маму, мы, короче, тебя найдем, мы с тобой гейские вещи совершим, мы твою семью. Я не понял, что Я же же это тебе, Маса, аргументы извини, вообще. то, что пророк делал физически и его окружение, вот эти опущенные муджайды, луи Аллаха, львицы, делают Можно? губами. Виндета, секундочку, извиняюсь, Послушай, девушка, я вас перебью секундочку, просто чтобы эта мысль я не вообще убежала. никогда ничего не сказала еще. Я слышал, что хотел сказать, просто я извиняюсь, прошу прощения у вас, да. Виндета, вот я тебе скажу такую вещь, вот как мы проживали на Кавказе, да, вот у меня вот корни тоже грузинские есть, получается. В конце концов, что получилось сегодня, вот сегодня что происходит? Происходит то, что мы привезли тот горский менталитет в Израиль, кавказский наш горский менталитет, как мы проживали, да, вот все наши вот наши предки, да, вот родители мои, деды наши проживали с чеченцами по соседству, неважно, дагестанцами, там, даргинцами, аварцами, кабардинцами, балкарцами, с кем бы ни было. Мы привезли этот менталитет, мы его сохранили в Израиле. Но при всем при этом они там себя ведут как арабы сегодня. Ты понимаешь, в чем вообще этот маразм? Мы, Это евреи... подмена полностью национального менталитета, уничтожение чеченской идентичности. И я положу свою жизнь, не моргнув и глазом, чтобы противостоять этому Вы дерьму. чеченцы, но вы не русские, видимо. Ну, я не знаю, подождите, я совершенно другое. Смотрите, Мы православные мусульмане во Христе иудаизме. православные мусульмане, это как-то странно звучит, мне кажется. Это смешно. Ну, мне реально кажется так. Вы И можете так меня можно. убить, Например, там, я сегодня иду в мечеть, как выхожу из мечети, захожу в церковь, вечером Нет, перед послушайте, заходом домой, простите, я не хочу никогда я быть захожу в убитой, и не хочу, чтобы синагогу, моя дочь я была. захожу в Мне синагогу. просто спросила. М. Угу. Вы, девушка, вообще кто? Ну, Я из мусульманка? Беларуси.
Да. Как там наш картофельный фюрер? Начинает Я уже. спрашивал, откуда вы. Я спросил, вы мусульманка или кто? Нет. Ну, я православная. Хотите сделать шахаду прямо в прямом Да, эфире? вы хотите, мы вас примем, ислам, ведем вас. Зачем? А вы знаете, если вы христианка, иудейка или из другие религии, из Казахстана. мусульманин может сделать из Я вас думаю, что главное, секс-наложницу. чтобы мои дети были ровно жили. И было бы все хорошо. И чтобы не было войны. Отлично. Это самое главное. Отлично. А Отлично, жихад, я согласен. поняла, там, православие или, блядь, Да. еще что-нибудь. Это не важно. Главное, чтобы Это мои правда. дети жили ровно. Дорогая моя, если ты И думаешь, что никто не не важно, то убивал ты, никого. Ну, если что-то у думаешь, что вас не как-то не важно, очень. надо Да, разбираться в этом, о чем ты сейчас говоришь. Если Да, для тебя да, это не да. важно, твои дети не будут жить спокойно. Ну, Я так я поддерживаю. вроде бы ни в какой Полностью войне не участвую. Полностью поддерживаю ваше мнение. Иншаллах, Приходите. Главное выдохнуть всем. Да. Я думаю, Иншаллах, правильно. скоро сейчас очень Путин уже Ну, халиф вы сейчас наш Вы можете православный. выдохнуть? Прикольно. Наш Вы 26 лет его православный. не выдохнули. Я Девушка, уверен, вы что отреагировали? недолго осталось, чтобы наш картофельный фюрер батька сбрил усы и принял ислам, альхамдулилlah, и отпустил бороду. Ну, если он... Вот, блин, я даже вам прям поклонюсь, вот честно. Если прям Лукашенко примет ислам, я, блядь, на колени стану. Серьезно. Он На колени-то вам, если он тобой. примет, Нет, а если ваш- как раз таки Пять раз вам, день. да, 5 раз в день придется, если он примет ислам, вы будете на коленях стоять 5 раз в день. Ну, нихуя не примет. Можете Знаю сказать? точно. Девушка, Точно. Ваш примет ислам. Как вы, реакция какая будет у вас? Я знаю, когда я спорю. Нет, Я тоже ваш знаю, когда ребенок вы спорите. примет ислам. Я реакция знаю, ваша. когда я спорю. Все. Мы тоже знаем, когда вы спорите. Я с вами не спорю. Мы слышали. Не спорьте с дамой. Ваш, ну, ваш ребенок Я принимает ислам. мусульманин, я могу из кефирши, например, из нее сделать секс-наложницу по 4 суре 24. Я это даже могу на месте отникахать. Абсолютно. Молодец, котик. На дистанции можно Я это тебя делать? перекрестила. Спасибо за давайте. подарки, Ну, кафель, послушайте, так Наджаса. некрасиво Спасибо, делать. спасибо. Вы мусульмане, я православная. Нельзя, ну, Альхамдулилля. как бы, обижать. Обижать нельзя. Например, я почитаю вам 4 суру, 24 аят. Да, прочитай, пожалуйста, сейчас. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я говорю, что нельзя И замужние обижать женщин, другую культуру. не, подождите, У когда вас аят читают, такое, нельзя у нас разговаривать. такое, то мы не будем это Не, делать. у нас Послушайте, Аллах нельзя нам это. говорит, Вы смотрите, хотите что. болтать, то вы хотите болтать. Это ваше дело. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Это 4 сура, послушайте. 24 аят. И замужние женщины, если ими овладели ваши десницы, А у меня то какое есть замужнее, невольницы. блин, у меня Не 3 Я думаю, Нельзя. вы сейчас пока вы говорите, У меня уже тут одеть это, хиджаб. ну, Хиджаб одеть, послушайте, пожалуйста. пойдет, я щас- Я сейчас буду. Можете одну минуту Подождите, наверное, дайте да. аят прочитать. Дайте аят Давайте прочитать. Виндету послушаем. Да, девушка. вот так нужно, вот так. Подождите минуту. Сейчас она поймет, что я могу из нее секс-наложницу сделать. Я мусульманин, муджахид. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 4 сура, 24 аят. И замужние из женщин, если ими овладели ваши десницы, то есть невольницы. С ними вы можете совокупляться, если убедитесь, что они не беременны. Имам Ахмад передает: мы захватили несколько женщин в плен в бою при местечке Аутас. У этих женщин были мужья, и мы не стали совокупляться с ними из-за того, что они замужние. Мы спросили об этом пророка Сас, и тогда был ниспослан аят: и замужние из женщин, если ими владели ваши десницы. Этим аятом мы дозволили себе совокупляться с ними. Этот хадис передает от Тирмизи, Ан-Насаи, Ибн Джарир и Муслим в своем сахихе.
То есть наш пророк и его сподвижники отникахали замужних женщин при живых мужах. Батарейка. Батарейка. Вендетта, я твою маму ебал. Еврейские собаки, я вашу маму ебал. Моя мама, Аллах. Еды, я вашу маму ебал. Вендетта, я твою мать ебал, проститутка. Моя мама, Аллах. Еды, я вашу Можешь маму сделать с ебал. ней все, Вендетта, что твоя мать хочешь. проститутка. Тебя родила Моя мама, проститутка, Аллах, Вендетта. Аллах, проститутка, да, Кто ты так прав. говорит? Можете удалить Вот. человека про маму, который говорит? Вот Вендетта, вот смотри, я же тоже, и ты 100%. Я его маме просто не доплатил здесь, когда он у меня работал здесь в Израиле. Не, Не доплатил, у меня да, знаешь, он какой вопрос? обиженно забежался. Вендетта 100%. Брат, послушай, вот я тоже там, ну, и когда-то в дискуссии с христианами уступал, там, ну, с иудейской религией. Где-то меня мутили, ну, раньше, когда я был более такой там, как бы, ну, на эмоциях. Но никто мне не говорил, ни иудеи, ни христиане, то, что они хотят мою маму, то, что моих дочек, то, что со мной хотят ЛГБТ сделать. И только вот ислам, вот почему у них это, вот я не У понимаю. меня в багажнике них- мамка Аллаха, вот эта проститутка Аллах. Мир У меня вам, в мир вам, багажнике Иисус вам наложница. поможет. О, какие люди. Саляму Кто здесь алейкум. православная? Кто здесь? Что вы напали на мою православную? Тати, девочка. Она не хочет принять ислам, я хочу сделать из нее секс-наложницу. Ну, по христианству нельзя это, особенно Почему? по православию. Это грех. Дистанционно. Абу Кирилл. Тати, ты здесь, девочка моя? Вот смотри, галантный. Я православный, только я имею право с тобой делать то, что они хотят. Вот эти бородатые лесные братья. Грязные мусульмане, да? Очень. Тати, да ёперный театр, куда ты? Я только из-за тебя поднялся. Здорово всем. Короче, я читаю, Маршал всем братьям. представь, Георгий, представьте картину. Я просто читаю аят Аллаха, и приходит, короче, я твою маму, Ну просто да, вдумайтесь. Ну, альхамдулилля. Просто плюют на Коран Аллаха Камасутру, на хадисы с Бухари Муслима плюют, на Коран Камасутру плюют. Но нам, знаете, что говорят? Вы должны уважать нашу религию. Вот, Православная, вот здравствуйте. вам. Я плевал на вас, на вашу религию. Я плевал на вашу религию. Я прямо на троне ставил слушайте. раком вашего Аллаха. Да, вы Давайте теперь вы это не будете. будете- Не выражайся перед Свобода. православными. Здесь дамы, свобода, здесь Вы дамы. православная, да, сестра? Ну да, ну особо нет. Ну да или да. Нет, а как? Вы, может, наполовину Ну, я точно православная? не мусульманка, это точно. Но я Альхамдулилля, очень как как бы уважаю вам мусульманские мужчины не страны. нравятся, правильно? А вы случаем не свидетели Иеговы? Вот Вот это, прочтите Нет, суры и нет. аяты. А вы знаете 5-ю суру? Нет. Ой, не суру, а это, блядь. Георгий, ей нужно дополнительный сахих хадис Бухари Ну, какие прочитать. дополнительные? Чёрт Да, возьми. к этому аяту прилагается Да. 109 глава продажи рабов, 2229 хадис Бухари. Однажды мы сидели у пророка и спросили: «О посланник Аллаха, поистине мы захватили пленных, любим богатство. Как ты считаешь, можно ли извергать семя невлона?» И тогда посланник Аллаха сказал: «Разве вы делаете это? Вам ничем не повредит, если вы не станете делать этого, ибо поистине всякая душа, которой суждено появиться, непременно появится, вытащил ты из кобуры или нет». О, это мне Бисмилля. нравится. Я, наверное, приму ислам, братья. Это мне понравилось. А у вас православная, ты 5-ю заповедь знаешь, сестра? Да не знаю никакой 5-й заповеди. Зачем мне? 5-я заповедь Зачем? гласит... Возлюби отца твоего Не и мать пятая, своего. не пятая, не шестая. Да вы только не нападайте на гостя. в 11-й заповеди знаете что? Я не знаю, извините. Будь Не мои добра к дела. мужчинам, которые хотят тебя. Это ваши дела. Ну, Нет, это не мои. это 11-я заповедь.
Ну, возможно, у вас там она всё, так ну, и работает. называется. Возможно, послушайте, у Добрая вас там вы русская. рождаетесь там Она с так и летом, называется. кого-то Добрая там русская. трахаете, там, это Вы ваше же дело. русская. Нет, А кто вы? я белорусская. О, вы белая русская, окей. Это почти одно и то же. Там так и говорится. У нас есть Будь добра к картофельный фюрер мужчинам Халиф, своим, которые хотят тебя. картофельный фюрер Халиф Батько. Иншаллах, он скоро бреет усы, отпустит бороду и полностью, и Марат Беларусь будет. Ну, ебите белорусских тёлочек. Кстати, вы бреете свою чебурашку? Вот Тати? это да. Тати. Чебурашку бреете свою? Эллад 13. Все это вопросы здесь не задаются, это интимно. Да, Она не в религии, получается. прекрасно. Зашла. Вы, блин, так Не нужно себя до неё считаете. докапываться. Я думаю, Нет, Татьяна вы под сейчас, святой водой. себя На вас святая вода так действует, думаю. Вы под святой водой, Татьяна? Нет, а сами... Чуть-чуть. По-любому перепила. Сколько бокалов? Расскажите правду. Святой воды вы напились. 28? Бисмилля. А почему нечетные? 27, 29. Нечетные, это очень, короче. Наш пророк любил нечетные А вы цифры. когда говорили слова Хотите узнать, как наш пророк нечетными камнями чистил одно место? Бисмилля. 21 глава Сахих аль-Бухари. 155 хадис. Обычно посланник Аллаха, не смотревший по сторонам, вышел по нужде положить фугас. Я последовал за ним. Это Абу Хурейра, личный камненосец. Когда я приблизился к нему, он сказал: «Принеси мне несколько камней для очищения», или же он сказал нечто подобное. «Но не принеси ни костей, ни сухого навоза, Раус». Раус – это еда джиннов. Тогда я принес ему в полах своей одежды несколько камней и положил его рядом с ним, а сам отвернулся и удовлетворил свою нужду. Он воспользовался ими. Наш пророк чистил вот это место святое Баракаллахикум. Баракаллахикум, машаллах. Благословит Господь. Он знал, что делал. Элэй, насколько я белорусский понял, вот если у него девочка, дочка будет 9 лет, она спокойно ее любому отдаст, там, 50-60-летнему старику в жены, да? Вот так белорусская, я правильно вас понял? Смотри, Да? если она выглядит на 10,5 лет, то уже имеешь право. По исламу вообще нету срока, вообще возраста нету. Потому что 65-я сура 4 аят четко объясняет, как нужно разводиться с маленькими девочками, у которых еще не начался менструальный цикл. Читаем 65-ю сура 4 аят. Бисмилля. Тавсир ибн Касира. И Абу Адайля, если хотите. Подождите, а можно спросить? Так? Только осторожно. Осторожно. То есть вы говорите, что если в Беларуси кто-нибудь запросит какую-нибудь ерунду, то значит 12... Например, трактор, который ходит 380 км в час. Святой воды перепила просто и все. Да, бисмилля. Сейчас прочитаю вам аят, вам полегчает. Смотрите. И для тех из ваших женщин, в силу своего возраста, у которых прекратились менструации, для них срок айда предписан 3 месяца. Как и для тех, у которых еще не было менструации. А третьим категории идут беременные женщины. Для них срок айда начинается, когда они сложат ножны, то есть родят. Тавсир ибн Касира, прямо вот эти, вторая категория, там прямо пишется, после слов, и для тех из ваших женщин, силы своего возраста, у которых прекратились менструации, срок айда 3 месяца, потом в Тавсире ибн Касира идут маленькие девочки, да, и для самых ваших юных жен, у которых еще не было менструации, даже менструальный цикл не начался. Нет, это в принципе знала, но никогда не знала, что это моя племянница. Это наша мать, проверенная Айша, ради Аллаху анхи.
Да, это наша мать. Мирей. Просто Мирей. Мирей. 6130 Сахи Аль-Бухари. Я играла с куклами у пророка. У меня были подруги, Нет, которые смотри. играли со мной. У меня есть Подождите, такая ерунда. нельзя вмешиваться. Хаддис. Я играла с куклами у пророка. У меня были подруги, которые играли со мной. Играть с куклами и подобными изображениями. А нет, пропустил, видишь? Когда посланник Аллаха заходил домой, они прятались от него, но он снова их посылал ко мне, мы продолжали играть. Играть с куклами и подобными изображениями запрещено. Но для Айши в то время было разрешено, потому что она еще была девочкой, не достигшей зрелого возраста. То есть наш пророк, саллаллаху вассас, был официально, легально под файлом. Он не прятался, как Эпштейн, как этот трус Эпштейн на островке. Он это открыто делал перед всеми. Первый никах, первое совокупление наш пророк совершил прямо в доме Абу Бакра Сиддика, родителей Айши. Да. Вендетта, а его, как Эпштейна, в тюрьму не посадили, да, даже вообще? Нет, конечно. Он сказал, что ему Аллах это дозволил. Да, Наоборот, 2 миллиарда пошли за ним. Его схваляют еще. Алхамдулилля. Вот Эпштейна, вот этого бедного, короче, исследователя религии, посадили, он там себе повесил. Да, Эпштейн вообще цветок, вообще какой-то трус Эпштейн, прятался. Эпштейн бутон перед пророком нашим. Наш пророк да, уже вообще прятался там на островке. А наш пророк это делал открыто, даже прямо в доме родителей первый раз. Отникахал нашу мать проверенную Айшу. Баракалафикум. Вот так. Вендетта, можно вопрос? Опа, ушла Тати. Не вынесла до этого. Вот такой вопрос. Я, по-моему, задавал его, не задавал, я не знаю, не помню. Вот если сравнивать, то есть не брать, что, допустим, веру там, в Иисуса, что Бог, просто брать два человека, Иисуса и Мухаммада, разные учения. Один учит тому, что прощайте, любите, и сам пошел на то, что его убили, а Мухаммад... Воюйте с ними так же, как они с вами. 9 сура, 29 террор. Терроризируйте их. Вендетта, секунду прям. А Мухаммад прятался под телами, получается. То есть там же, я думаю, знаешь же ты об этом, что он прятался. Ну, это Абу Суфьян, когда такие сделал. Абу Суфьян, когда такие сделал, Мухаммад шлангом прикидывался. Мусульмане идут за тем, а не за этим. Хотя один учит добру, а второй учит наоборот. Там казнить, убивать и все остальное. Это знаете как? Это... Почему они соседям жить не дают? Потому что вот на горбу этого народа через эту религию ездят, и когда эти люди начинают понимать, что это так дальше продолжаться не может, они, начинают войны, чтобы, отвлечь от себя внимание. Сегодня Путин, чтобы усидеть вот этот царек, халиф русских православных мусульман, чтобы с этого кресла не слезть, начал войну полномасштабную, чтобы его не скинули с трона. Другие что делают? Хамини, Хуимини что сделал? То же самое. Слишком далеко уже. Мы имеем в виду, вот два человека берем. Иисус и Мухаммад. Плюс-минус, вы, наверное, же знаете, чему учил Иисус. И чему учил Мухаммад, тем более вы знаете. И вот вопрос. Ну, это два разных человека. Два шарлатана, да? Иисус добро. В моем понимании нет. В моем понимании нет. О, ты христианин, да? Я знаете, как скажу? Нам знаешь, в чем повезло? В чеченском вообще словаре
чеченском вообще нету слова религия. Да. И наши предки никакую религию не исповедовали. У нас даже наши предки не говорили, что Дейла, Святой Творец, присылали каких-то людей, с которыми Иисуса, они разговаривали. Христуса, У нас Магомедова. Нам не нужно вообще никакую идеологию, религию оправдывать. Мы верим в Отца, Творца. Все. Это понятно. Это понятно. Можно секунду прям скажу? Это понятно. Вендетта, я понимаю тебя, о чем ты говоришь. Я все за нацию, свободу, полностью в вере вообще полностью. Кто хочет, кто вот верит. этого человека сейчас поднимем, он пух и прах разнесет нас. Сейчас я... Еще вопрос. Сейчас вот вопрос задам, Вендетта, тебе. Почему, допустим, Иисус учил там любить, прощать, и люди за ним пошли, а Мухаммад учил наоборот, там, убивать, казнить. Ты же знаешь о колодце, о том, что он там смеялся. Это я тебе объясню. За Мухаммадом пошли, потому что Мухаммад ночью, нападая на спящих, отнимал их имущество и вот этим придуркам раздавал. То есть грабеж, насилие, террор. Они все вот эти нападения. Да, грабители. Таких же грабителей, варваров, как он сам. Почему тогда люди за ним пошли? Они, получается, в моем понимании... Ты просто не слушаешь. Ты не слушаешь. Я же тебе рассказываю, почему за ним пошли. Он был террористом, который нападал на караваны, вообще грабителем, маньяком, насильным, душегубом. Он нападал на них и трофеи делил вместе с этими варварами, которые он собрал. То есть он вокруг себя собрал всю шваль, как и сам. Всю вообще аморальную пидоразню, вот это все, которые готовы на все, чтобы вот живот набить. Я же тебе хадис сейчас рассказывал. 2229 сахих хадис, 109 глава, продажа рабов. Пророк был барыга, который людьми торгует. Барыжный. В этом хадисе прямо говорится. Однажды мы сидели у пророка и спросили: «О посланник Аллаха, поистине мы захватили пленных и любим богатство». Да. Можно ли, как ты считаешь, можно ли извергать семя невлона тем наложницам, которые они никахат каждую ночь, по кругу пускают чужих замужних женщин во все щели? И прямо там пророк сидит, женские щели обсуждают, нужно ли вытащить из кобуры или нет. Вот чем занимался. Поэтому за ним пошли, они трахали всех, белых женщин, которых они никогда даже во сне не видели. Вот поэтому за ними пошли. Он же, получается, в своем учении, когда он проповедовал, рассказывал об Иисусе, но эти же люди по-любому плюс-минус где-то слышали о нем. И там учения не совпадают. Я вот просто вот это не понимаю, там разные учения вообще, слишком разные, не то, что уж. Друг, я не знаю, помимо учения есть жизненные обстоятельства. Вот если ты в 90-х годах там в России жил, там банды, которые разные группировки насчитывали от миллиона до 2 миллионов людей. Допустим, я жил там в 60-х, и ты пришел в 90-х, и мое учение рассказываешь. Ты отталкиваешься от моего учения. Я учил добро, а в 90-х ты убивал людей, к примеру. Ты же должен тогда идти по добру, как я учил. Ты же взрослый человек. Вот кто-то идет, посмотри, я в стране живу, где 350 миллионов. Вот посмотри, я тебе пример. Это не страна, это книга Бога. Мухаммад да, книга Бога – это всего лишь какая-то идея. Да? Он забрал учение. Странно. А что странного? Есть люди, которые хотят под какую-то идею идти. Вот я сегодня скажу, ребята, у меня есть оружие, у меня есть тема, давайте пойдем грабить. Там миллионы людей станут под моими флагами. Кто хотят грабить, убивать, насиловать. Абсолютно, наверное. Абсолютно.
Сегодня вокруг 5 секунд. Кадырова что руководство России поставило? Да, таких же беспринципных, Это бесхребетных, бардак. которые насилуют, пытают, убивают, вообще подбрасывают вообще все, что угодно. Все. Убивают, самое обидное. Да, все делают. Вот вокруг Мухаммеда тоже были такие же пидоразы, как и сам Мухаммед. Сегодня вокруг Кадырова такие же пидоразы, как и Кадыров. Вот Путин пидораз, вокруг Путина такие же пидоразы, как Путин. Вот это все и продолжается. Никаких там... Полностью поддерживаю. Да, вендетта, если представим, мы организуем и оружие дадим, и тему скажем, все, миллионы к нам примкнут. Мы скажем, ребята, у нас все есть, программа, приходите, будем грабить, отхватывать, не надо ни учиться, ничему, не работать. Вообще там ограбим и заживем, как я не знаю кто вообще. Там миллионы к нам примкнут, миллионы людей. Да, мне это кажется очень просто. В итоге так я не услышал ответ на свой вопрос. Не, давай повтори чутка, я просто тут занят был чуток. Я говорю о том, что, повторюсь, Мухаммад убивать, просто быстро убивать, там казнить и все, Иисус любить и все остальное. Потом Мухаммад вписал Иисуса Давай я четко тебе разъясню. Смотри, и почему он не взял то, получается, что Иисус учил? Почему он не забрал это? Потому что ему плевать было на Иисуса, на Аллаха, которого он в кармане держал, кстати. Ему плевать было на все. Мухаммад прожил такую жизнь, какую он хотел, и приписал свою жизнь к Богу, типа, в кавычках, Богу, Создателю. Сказал, что ему такую жизнь, так сказал прожить Аллах. Он был PDF-файлом. Да, он сказал, вот прямо сказал Абу Бакр Сидео, посмотрев на 6-летнего ребенка, что хочет ее отникахать. Тот охренел, сказал, мы же братья, ты что вообще, дебил? Он говорит, не, мы братья по религии ислам, а так Аллах мне ее дозволил. Он мне ее во сне показал. Да, завернутый китайский харамный шелк. Да. То есть он все перекладывал на Аллаха. Свою педофилию он переложил на Аллаха. Свой инцест переложил на Аллаха. Да, 33 сура, 37 аят. Инцест, совершенный пророком Мухаммедом, он полностью переложил ответственность на Аллаха. Прямо в аяте говорится, скажи им, о Мухаммед Мабед, это мы женили тебя на ней, чтобы вы не испытывали никакого стеснения по отношению к женам бывших ваших сыновей. Да. Вот все это блядство, которое он совершал, вот эту грязь, он приписал к Богу. А я, если даже там такой Бог есть, посылаю его нахрен вместе с его пророком. Я такого Бога и пророка не приму никогда. Мое чеченское, вообще национальное, мне никогда не позволит опуститься до такого пидорастического уровня. Доброго вечера. Одного только восхищения, это вендетта, да, выражается, да? Маршал, выходи свободно. Алейкум салам, родной. Мне очень приятно услышать вот такие моменты, в том смысле, что он отстаивает свою самодостаточность. Я как горский еврей из Грозного родом могу только подтвердить. Добавьте опять, пожалуйста. Войнарский народ, он намного самодостаточнее, чем то, что пришло вместе с исламом. И буквально у меня несколько часов назад тоже была дискуссия на одном из стримов с представителем, да, Чеченской Республики.
И, значит, он, конечно, возражал моему мнению, но я ему сказал, выразил свое мнение, потому что я родился и вырос, и знаю этот народ, знаю не только этот народ, а вообще все народы Кавказа. И знаю, что они вполне себе самодостаточны вместе со своей культурой, традицией, с адатами горскими, которых вполне достаточно, чтобы жить и процветать без вот этих доктрин, которые превозносит ислам и несет с собой свои вот эти вот варварские, как говорил Вендетта, варварские повадки, то есть варварское поведение, хищническое отношение, разделение людей на кафир, не кафир, там еще кто-то такой, сякой, короче, очень много таких разделений. И когда был задан вопрос мною, тогда скажи, что принес ислам вместо закона Моисея, что нового он не принес? Что нового принес человечеству? Выкинуть. Да, и не, я говорю это для того, чтобы было понятно, о чем речь, да, и суть была такова, что никто не ответил на этот вопрос, и до сих пор нет ответа на этот вопрос, что принес нового ислам человечеству, чем тот закон, который был превознесен пророком Моисеем. И вот, может быть, здесь я в этой группе тоже задам этот вопрос. Не знаю, может, кто-то, может быть, попытается найти ответ или выразить свою версию. Такой вопрос. Абу Кирилл, это админ, наверное, скорее всего, и хотел вопрос ему задать. Вы чеченец? Да. Вот такой вопрос еще. Почему вы думаете, что все русские, в основном все чеченцы как-то к русским плохо относятся? У меня мнение такое, свободу чеченцам и свободу всему там, каждый, даже вне религии, чтобы чеченцы были свободными. Я про себя скажу, я по национальностям людям не отношусь и по религии. Если человек говно, он любой национальность, любой религии, он говно. Вот такое у меня мнение. Понял. Потому что я встречался, с вашими братьями, получается, и как-то они так настроены грозно. Я говорю, я-то здесь не виновен вообще. У меня все родственники из Казахстана, получается, идут. И я говорю, почему питаешь ты, допустим, ненависть к русским? То есть ты можешь питать там абсолютно другим. Друг, это очень просто. Извиняюсь, что ты не мне вопрос задал. Это очень просто понять. Вот, допустим, когда была Вторая мировая война, ты знаешь, писатель, который был, и на его стихи музыка Оренбург, он тоже писал песни «Убей немца». Знаешь такую музыку? Это естественно, когда война идет, когда люди гибнут, и ненависть возникает, хочешь, не хочешь, к определенной этнической группе. Здесь несложно все понять, учитывая 90-е годы. Нет, это претензия. Был вопрос просто. Я сказал, я лично знаю многих людей, это не типа национальности к русским относиться. Если человек любой национальности, если он плохой человек, он такой и есть. У меня мнение, человек по национальности делить, это неправильно. Ненавидеть какую-то национальность, это неправильно. Совершенно верно. Просто если, допустим, отвечать на вопрос парня, наверное, со времен Кавказской войны
кто, наверное, помнит или читал. Я тоже почитал немного об этом, посмотрел несколько поучительных уроков, да, роликов, и понял суть, что сопротивление горцев было оправдано тем, что они веками жили в этих горах. Люди обычно в горы почему уходили? А они опять-таки уходили от каких-то притеснений и довольствовались малым в горах для того, чтобы как-то продлить свой род, да, и таким образом жили как бы, да, в стесненных условиях. И несмотря на это, русская экспансия провозгласила о наступлении, и русские генералы теснили горцев все глубже в горы, сжигали аулы и так далее. И было как бы сопротивление, естественное сопротивление, которое оказывали простые вольные общества, которые не хотели никаких над собой посягательств, ничьих либо иждивенцев, стать какими-нибудь чьими-то, там, я не знаю, подданными. Вот. Но, тем не менее, исход мы знаем, это 103 года войны. Это самая длинная война в мире, Кавказская война. Она длилась 103 года, как я понял, начиная от мест, где проживали черкесы, да, адыги. Их было тоже много племен, осталось в живых несколько, почти большинство истреблено. Я понимаю, но мы же русские, которые вообще родились в Казахстане, то есть, вот, допустим, я наоборот за свободу чеченцев. Я же не виноват в этом. Типа, я не отвечаю же за это. Понятно. Я не хочу, Конечно, чтобы ты не виноват. питались ненависть ко мне, допустим. Ну, понятно, да. Друзья, вот, Когда ты спросил, откуда врожденная ненависть, да, то есть она не настолько беспричинна, насколько тебе кажется. То есть это не беспричинная ненависть, это не даже не да, ненависть, она а больше врожденная, но получается, осадок. но я к России даже не имею значения плюс-минус. То есть и вообще с другой стороны получается. Просто имеется в виду, если ты прочувствовал какой-то осадок, то он как раз заключается в том, о чем я рассказал, да? Примерно с тех пор. Прочувствовал, больше в плане чеченцев прочувствовал осадок, а не со стороны, русских. То есть я наоборот больше их презираю, получается. Ну правильно, потому что русская экспансия была на Кавказ, не чеченская экспансия в Россию, а русская экспансия на Кавказ. И пленила много кавказских людей в свое время. И пленила, и угробила, и, естественно, уничтожила в ходе войн. Естественно, из своих сколько погибло казаков всяких, некрасовских, поповских, донских, терских, кубанских и так далее, да, которые полегло в лесах Кавказа, да, в лесах гор Кавказа. Естественно, были жертвы, и были и перебежчики даже, и у тех, и у этих, я как понял. Вот. И вообще не важно, кто полегли в лесах Кавказа, потому что они пришли на чужую землю, не на свою. Так, друзья, я сегодня первый раз включил эфир, и мне выключаться надо утром на работу, но завтра пораньше включимся. Да, я тоже выхожу, потому что я на работу. Спасибо вам всем, кто приняли участие. Слава свободы. Да, все, будем на связи. Завтра пораньше включим тогда, хорошо? Оставайтесь. Доброй ночи вам, Абу Кирилл. Тебе доброй ночи. Спасибо. Спасибо вам тоже. Всем доброй ночи. Ади Кирилл, Марш Айлш. Ади Кирилл.